17 ноября. Вот трасса. Река Осиновка. Трасса с той стороны, с которой приехал сейчас большегруз. Там находится Улан-Удэ. А вот туда, в ту сторону, вот там находится Иркутск. Вот смотрите. Я показываю вам. Я сам стою на трассе и показываю то место, где был лагерь в ночь, когда арестовали, похитили, украли силовики Александра Габышева, шамана-воина. Видите, снег, никого здесь не было. Я спускаюсь вниз с трассы. Не так много шагов, вы потом поймете. Речка вон там бежит, вот мост через нее. Мост через нее. О, я его еще упомяну, когда буду заканчивать рассказ. Вот, я иду по снегу. Следы мои первые, которые здесь появляются. Возможно, я и первый посетитель того места, где арестовали шамана-воина. Вот вы видите, вот эти вот деревья лежат, да? Деревья лежат. Это мы притащили. Это дрова наши были. Вот здесь вот был лагерь. Лагерь. Сам юрта шамана стояла вот здесь вот. Вот здесь вот она стояла. Вот. Другие палатки стояли по краю. Вот по краю леса. Стояли другие палатки. Вот здесь вот я приближаюсь к этому месту. Вот здесь стояла большая палатка, где спал ворон. А вот там, где стою я сейчас, вот покажу, вот следы. Вот здесь был костер. И около костра в 5, ну я проснулся где-то 3:30. Около костра мы сидели. Я, дежурные. Нас 3 человека было. Все спали в палатках. И вот оттуда, где сейчас ребята стоят, это мы приехали вместе, это Игорь Коношанов и Владимир Абагоев. Вот мы приехали из Улан-Удэ. Вот где ребята оттуда показались. Сначала проехала Нива рыбака с фонарями, ну с фарами. Она проехала вдоль реки. Там есть спуск дальше. И она спустилась вниз вдоль реки, уехала снова под мост к Байкалу. Байкал находится, вот река впадает, вот там он, где мост, там Байкал. Ну, мы увидели Ниву, ну, рыбаки, утречка, 4-5 утра. Вот ребята спускаются, вот так, 1, 2, 3 машина. Пошли вниз с фарами к нам. Мы сидим вот здесь дежурные, горит костер, утро. Последняя смена дежурных перед подъемом. Все спят. Машины с фарами. Темнота полная. Если мы ребят сейчас видим, то мы видели только фары. 1, 2, 3 машина. Думаю, ну что, какая-то бригада рыбаков уже едет. Но это вот оказались рыбаки другого совершенно характера. Вот, в черной. Вот здесь машины встали, чуть дальше, где они, вот они уже ближе подошли, да, встали. Из них выскочили темные фигуры и побежали вдоль вот этого леска, побежали и окружили с этой стороны и за нашими спинами. Вот, они сначала вот сюда, где стояла палатка и где спал ворон, они заглянули. Но человек в штатском, как оказалось, он был в штатском, потом в темноте сразу ведь не разберешь, кто во что одет. Он показал рукой вот на это место, где стояла юрта. Группа людей уже в черном, в касках, в этих, ну, в спецформе, как говорится, она вот быстро перевернула палатку. Чум этот просто опрокинул его, потому что в чум не залезешь. У него нет двери какой-то или створки там с замком. Это просто обмотанная материя. Они его опрокинули, навалились на Сашу, поволокли вот сюда, где стоит моя черная сумка. Вот здесь стояла большая машина, белая, я даже марки ее тогда не видел. И вот с этого момента
где-то даже чуть раньше. Нет, Сашу, когда протащили мимо меня, я стал говорить вслух уже громко, что здесь происходит, кто старший, что вы делаете. Они вот сюда в машину затолкали, закрыли дверь, и машина начала разворачиваться и выезжать обратно на трассу. И все это время я шел и шел и шел и говорил. Был служебный оператор, который ведет служебную съемку оперативную. И он все время камеру на меня направил и держал. А я вслед машины шел и говорил. Смысл того, что я говорил, был один. Что кто отдал приказание, что за операция проводится, вы схватили, арестовали, не говорите, кто вы, не говорите, кто у вас старший, ничего не объясняете, вы совершаете преступление. Приказ на такую операцию мог дать только один человек в стране, это президент. И все, кто выполнил этот приказ, они будут осуждены народом. И вот так вот я говорил и шел. Вот машин не было, трасса была заблокирована. Кругом были мигающие эти вот фонари на машинах. По трассе никто не ехал, никто не двигался. Трасса была полностью заблокирована. И вот туда, к концу моста, уехала вот машина уже с Сашей Габышевым внутри, с Шаманов. И вот здесь я уже остановился и стал просить ребят. А со мной рядом стоял Андрей Волк. И вот здесь я его просил: давай снимай, давай доставай, снимай. Хотя рядом уже, в принципе, в этот момент не было. Все куда-то исчезли, эти люди с фонариками на лбу ночью. Я говорю: снимай вот эти машины уходящие, снимай как блокировка трассы с той и с другой стороны. Ну и вот тот ролик, он был снят, а потом уже я попросил, чтобы этот ролик каким-то образом дошли до деревни, где есть интернет, и сообщили уже обществу о произошедшем. Вот так произошел захват в этом месте. Вот я снова стою на трассе. Вот видите, да? Вот я стою на трассе, вон ребята. Место для ареста, конечно, идеальное. Близко к трассе, подъезд удобный, вполне. Можно легко подъехать и быстро провести операцию. Что, собственно, и было сделано. Вот. В следующем ролике, сейчас пока перерыв, мы на этом месте оставим табличку, тоже скажем несколько слов, но пока я делаю перерыв.